Питомник Усть-Ботома – первый дом для лесных бизонов на территории Евразии. Он стал своего рода запасным аэродромом, рассказывает ветеринар Семен Егоров. Популяция исчезающего вида во всем мире насчитывает не больше 4000 особей. В 2006 году 8-месячные такие маленькие прибыли. Сейчас уже прошло 11 лет. Вымахали, уже получили 8 отелов. Значит, 72 теленка. Только в нашем бизонарии. Исследования показали, якутские бизоны крупнее и мощнее своих канадских собратьев. Вес самцов может достигать тонны. Зимой животных подкармливают. Один раз в день дают зеленую траву и комбикорм. Шуршание мешка и голос местного ветеринара они узнают издалека. Саха-канадский проект – единственная межконтинентальная акция по переселению крупных животных. Сегодня в регионе число диких быков достигло более 170. Ученые близки к подведению итогов эксперимента. В октябре-ноябре этого года первое стадо бизонов выпустят в дикую природу. Мы планируем выпустить где-то 25-30 максимум. Это будет такой экспериментальный выпуск. Планируем повесить на бизонов спутниковые радиошейники, чтобы следить за их местоположением. Возвращение ровесников мамонта в леса станет главным шагом к восстановлению поголовья бизонов на северо-востоке Якутии. Именно эта территория считается специалистами исторической родиной древних косматых животных. Здесь нашли череп бизона, жившего 30 тысяч лет назад. Мы сейчас как раз наблюдаем за тем, как лесной бизон добывает корм из-под снега. Именно этот навык помогает животным выживать в суровых условиях Якутии. Если бизоны успешно освоятся в якутских лесах, Россия станет третьей страной наряду с Канадой и США, где обитают эти редкие животные. Айна Винокурова, Василий Соловьев, Вести, Хангаласский район.